На таджикского футболиста было совершено нападение. Чаул артынан чаулдар жасалып жатат, тағы да болса мүмкіншілік бар. 30 секундада тезірек шығарыш керек. Жана Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая потасовка произошла во время матча с таджикской командой. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Футбольная битва между сборными Таджикистана и Кыргызстана чуть закончилась битвой совершенно неспортивного характера. Буквально за минуту до конца матча после удара от ворот Таджикистана мяч улетает наполовину соперника. После борьбы в воздухе игрок сборной Таджикистана Шеридин Бабоев роняет кыргызского игрока. Незамедлительно звучит свисток, но игроки словно не слышат его и делают пару передач. Мяч у сборной Кыргызстана. Его мягко перебрасывают из рук в руки для пробития штрафного. Но тот же Шеридин Бабоев ловко выбивает ногой мяч из рук кыргызстанца. Тот, насупившись, толкает таджикистанца, а Бабоев получает желтую карточку за провокацию. Но разве может так спокойно закончиться стычка между разгоряченными футболистами Таджикистана и Кыргызстана? На поле начинается выяснение отношений. Команды моментально сбегаются к центру поля для того, чтобы поддержать пострадавших. В объектив камер попадает момент, когда кыргызстанец Бекжан Сагынбаев держит таджикского игрока за шею и что-то ему выговаривает. Как вы относитесь к такому решению конфликта? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. На поле выбегают все арбитры, пытаясь разнять игроков. В гущу борьбы влетает вратарь Таджикистана, чтобы разнять разозленных противников. Так не нужно играть, заключает комментатор. Но в итоге совместными усилиями судейской бригады, арбитров и наиболее здравомыслящих игроков ситуацию получается успокоить. Ой-ой-ой, надо успокоить, здесь массовая драка получается. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.